Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Я приветствую всех вас на заседании Российского организационного комитета «Победа». Сегодня обсудим вопросы, связанные с сохранением исторической памяти. Оргкомитет традиционно уделяет им большое, первостепенное, можно сказать, внимание. А сейчас эта тема особенно актуальна. Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум, разобщить, лишить нас ориентиров, ослабить, в конечном счете ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет. Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей во многом имеет именно с этого вот с этих мифов и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, да и в ряде других государств. Были попытки поступить также и с нашей страной, с Россией, но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твердо для того, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон. Основой нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры. Они отражаются, поддерживаются, развиваются в культуре, творчестве, во всех сферах повседневной жизни. Как вы знаете, недавно были утверждены и основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. В их число, безусловно, входит и историческая память. Отмечу, что старт многим инициативам, связанным с этой темой, был дан именно нашим оргкомитетом. Одна из них – это проект без срока давности. Системный научный сбор данных о совершенных в годы Великой Отечественной войны преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения. Тех самых преступлениях против человечности, осужденных Нюрнбергским трибуналом. Масштаб злодеяния был настолько огромен, что тогда, в 1940-е годы XX века, на суд была вынесена лишь часть свидетельств. Все невозможно было рассмотреть. Сегодня мы восполняем эти пробелы, восстанавливаем справедливость. В последние годы в тех наших регионах, где в период Великой Отечественной зверствовали нацисты, прошли судебные процессы. Они неоспоримо доказали, что война против СССР велась не только с целью захвата территории и ресурсов. Это был преднамеренный геноцид советского народа, всех его национальных, этнических и расовых групп. Да это, собственно, в самих документах нацистов просматривается. Все в архивах лежит. Совсем недавно фактом геноцида была признана и блокада Ленинграда. Давно пора было это сделать. Организуя блокаду, нацисты целенаправленно стремились уничтожить ленинградцев. Всех, от детей до стариков. Это в том числе подтверждают, как я уже сказал, их собственные документы. Впереди у нас две важные для Ленинграда, для Петербурга, для всей нашей России исторические даты. В 2023 году исполнится 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг непокоренного города, а в 2024 80-летие его полного освобождения от блокады. Я прошу правительство, региональные власти, общественность подойти к организации памятных мероприятий ответственно и, что называется, с душой. Уважаемые коллеги, я знаю, что сбор доказательств о преступлениях германской армии и их приспешников против мирного населения продолжается. Сотрудники органов следствия и прокуратуры, поисковики вскрывают все новые и новые факты убийств невинных людей. Обнаруживают ранее неизвестные массовые захоронения расстрелянных, замученных женщин, детей, стариков. И помимо правовой судебной оценки фактов их гибели, мы обязаны сохранить память о них. В том числе, как напоминание, свидетельство самой сути нацизма. Это чрезвычайно важная вещь. В настоящем времени на территории России известно порядка 100 мест, где покоятся останки жертв гитлеровских палачей. И эти места должны быть отмечены и ухожены, так же, как воинские захоронения.
обращаю внимание, и прежде всего, конечно, местных властей, еще раз скажу, на то, что и за воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать нужно. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы, а это важное направление. Речь не только о прошлом, о нашем настоящем и будущем. Люди должны знать, что произошло в этих местах в годы войны. Крайне важно сформировать мировоззренческую позицию молодежи по отношению к ключевым вехам нашей истории. Прежде всего, к таким, как победа в Великой Отечественной войне. Победа, которая ковалась и на фронте, и в тылу, и с которой прямо связана практически каждая российская семья. Каждый наш регион, каждый большой и малый город. Каждая деревня, каждый поселок России. Сегодня рассмотрим новые предложения Российской академии наук по присвоению звания город трудовой доблести и город воинской славы. Эти почетные звания уже стали ценностной основой для объединения общественности жителей этих городов, а проекты по популяризации ратных и трудовых подвигов жизненным ориентиром для молодежи. Как вы знаете, процесс присвоения звания «Город воинской славы» был завершен в 2015 году. Его удостоены 45 российских городов. А сейчас в состав России вернулись 4 региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной Армии, сыграли по победе над нацизмом огромную роль. Обращаю внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук для рассмотрения, есть города новых субъектов Федерации. Их заявки на получение высокого статуса и еще раз подчеркивают общность нашей исторической памяти, единство исторического пространства. Давайте начнем работать. Слово Геннадию Яковлевичу Красникову, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, принимая проявление массового героизма при освобождении своей территории, исследовании исторических традиций, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания «Город воинской славы» двум российским городам – Мелитополю и Мариуполю. Обращение этих городов прошло экспертизу в Российской академии наук. Мелитополь – второй по важности город Запорожской области, это сухопутные ворота в Крым. В годы Великой Отечественной войны он был основным узлом сопротивления в ходе Донбасской операции. Его взятие осенью 1943 года позволило блокировать с суши крымскую группировку немецких войск, создав условия для освобождения Крыма и юга правобережной Украины. В ходе специальной военной операции переход города под контроль российских вооруженных сил уже 1 марта 1922 года решил важнейшую геополитическую задачу – обеспечил безопасность. Мариуполь – крупнейший город Донецкой республики. Восприятие нашего общества он по праву стал символом воинской славы, мужества и стойкости. Его освобождение в сентябре 1943 года частями 44-й армии при содействии морского десанта предопределило дальнейший ход всей военной операции на Украине. В современной истории России жители города стали активными сторонниками русской весны на Донбассе. Освобождение Мариуполя в ходе специальной военной операции имело важное стратегическое значение. При освобождении города вы, Владимир Владимирович, приняли мудрое решение отменить штурм Азовстали для того, чтобы спасти мирных жителей и минимизировать потери среди российских военнослужащих. Историческая экспертиза обращения Мелитополя и Мариуполя, которую провела Российская академия наук, дает все основания поддержать инициативу жителей этих городов о присвоении им почетного звания «Город воинской славы». В этом году Российская академия наук продолжила экспертную работу по сохранению исторической памяти о трудовом подвиге советского народа в годы войны. В этом году к нам поступило еще 11 заявок на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».
В результате тщательной экспертизы положительные заключения получили 26 заявок из 20 субъектов Российской Федерации. Владимир Владимирович особенно хотел бы подчеркнуть, что в числе поданных заявок города Горловка и Луганск, которые представляют Донецкую и Луганские народные республики. Можно сказать, что восторжествовала историческая правда, потому что без вклада Донбасса трудно было представить нашу общую победу. Оба эти города в годы войны были центрами угольной промышленности. Хочу отметить героический труд женщин, заменивших в забое под землей ушедших на фронт мужчин. Так в шахтах Донбасса работали 245 тысяч женщин, которые составляли 86% шахтерских. Подвиг шахтеров – это не только трудовые достижения. Многие из них, защищая свою родину, приняли мученическую смерть. Это стало толчком к созданию всем известной подпольной молодежной организации «Молодая гвардия». Присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» Луганского и Горловки символизирует восстановление общей исторической памяти. Мы также предлагаем рассмотреть возможность присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» еще 7 претендентам. Это Орск, Якутск, Златоуст, Астрахань, Вологда, Норильск и Каспийск. Они представляют 7 федеральных округов от запада до востока, от юга до севера. Такая широкая география наглядно подтверждает, что в годы Великой Отечественной войны вся страна представляла собой единый трудовой фронт. Каждый из городов-претендентов вписал собственную страницу в Великую Победу. Использовал свой весь региональный потенциал и отраслевую специфику. Представленные документальные материалы свидетельствуют о том, что мобилизация людских и промышленных ресурсов, проведенная в короткие сроки, в жестких условиях военной обстановки, эвакуация предприятий и налаживание их работы на востоке страны обеспечила возможность быстрого запуска производства. В каждом из городов помощь фронту носила всенародный характер. Только наивысшая степень кооперации нашей промышленности в годы войны позволила решить сложнейшие задачи по выпуску и модернизации вооружений. Прежде всего, это Орск. В истории город навсегда вошел как один из центров металлургии и основных поставщиков столь необходимого никеля и кобальта. Орск принял 28 эвакуированных предприятий, перепрофилированных на выпуск военной продукции, снаряды, мины, гранаты. В годы Великой Отечественной войны промышленность составляла Орска 45% всей промышленности Чкаловской, а ныне Оренбургской области. Уникальное место занимает Якутск, предприятия которого были награждены Красным Знаменем Государственного комитета обороны. По сути, Якутск стал золото-ресурсной базой для всей оборонной промышленности. За годы войны здесь добыли 40 тонн золота. Здесь добывалось более половины слюды флюгопита в стране. Эта красноватая слюда не проводит ток и поэтому являлась незаменимым компонентом при изоляции и изготовлении электроприборов. Из 19 видов снарядов и мин, выпускаемых предприятием Златоуста, 13 были новой конструкции и освоены именно в годы войны. Столь высоким был научный потенциал города и динамика модернизации военного производства. Поставщиком продовольствия, стратегически транспортным узлом и крупнейшей ремонтной базой военно-морского флота в Нижнем Поволжье стал город Астрахань. На крупнейшей в регионе судоверфи имени Кирова вторую жизнь обретали корабли Каспийской и Волжской флотилии, а на 2 других судостроительных заводах строились тральщики и морские охотники за подводными лодками. Крупнейшей ремонтной базой железнодорожного транспорта была Вологда. Здесь было отремонтировано свыше 1200 паровозов. Предприятия Вологодского железнодорожного узла за годы войны несколько раз удостаивались Красного Знамени Государственного комитета обороны.
Главным поставщиком никеля страны были предприятия Норильска. Добыча руды открытым способом в условиях Крайнего Севера – беспрецедентное достижение норильских горняков. В 1944 году Норильский комбинат в тяжелейших условиях войны выдал стране никеля больше, чем его было поставлено по ленд-лизу. Каспийск также занимает достойное место среди городов-претендентов на почетное звание. На базе его судостроительного предприятия был развернут индустриальный комплекс по выпуску военной продукции, минометов, глубинных бомб, пистолетов, пулеметов, Шпагина и другого вооружения. Владимир Владимирович, учитывая вклад в победу обозначенных городов, предлагаем рассмотреть возможность присвоения этим 9 городам Российской Федерации почетного звания «Город трудовой доблести». Спасибо. Спасибо, Геннадий Яковлевич. Спасибо за работу, которую проделали вы, ваши коллеги, и за предложение. Давайте послушаем других коллег и потом примем окончательное решение. Пожалуйста, Владимир Андреевич Константинов, Крым. Уважаемый Владимир Владимирович, сохранение исторической памяти, противодействие попыткам исказить нашу историю, поставить под сомнение великую победу нашего народа – это вопрос национальной безопасности. Одной из главных задач является мемориализация памяти миллионов мирных людей, которые стали жертвами нацистов и их пособников. В России в настоящее время около 70 памятников и мемориалов, посвященных жертвам нацизма. Это в десятки раз меньше, чем воинских памятников, мемориалов и мест захоронения. Всего 70 объектов на 13,7 миллионов погибших. Первые из них появились уже в 1947 году в Нальчике, Кабардино-Балкария, и Сальске, Ростовской области. Имеющиеся на сегодняшний день памятники, как правило, регионального муниципального подчинения. Многие из них вообще не поставлены на баланс и находятся на территории теперь уже объектов частной собственности. Все в разном состоянии, немало из них в полуразрушенном. Большое значение имеет установка в прошлом году закладного камня на месте будущего мемориального комплекса в Гатчинском районе Ленинградской области. Важно, чтобы такие комплексы, как новые, так и восстановленные, были в каждом регионе и стали необходимым элементом воспитательной работы и тематических школьных экскурсионных маршрутов. Хочу рассказать об опыте создания одного из таких мемориальных комплексов в Крыму. Мемориал жертвам немецко-фашистской оккупации Крымского полуострова «Концлагерь Красный» был задуман еще в украинский период истории Крыма. Крымчане одними из первых осознали, какая угроза исходит из Киева. Борьба с фальсификацией истории за сохранение исторической памяти началась в Крыму задолго до 2014 года. Это во многом помогло нам подготовить идейную почву для Крымской весны. Средства на реализацию проекта мемориала «Концлагерь Красный» приходилось собирать в буквальном смысле с мира по нитке. Собранные пожертвования хранились на счетах Приватбанка. В 2014 году, после возвращения Крыма в Россию, Приватбанк, как и другие украинские банки, попросту украли деньги крымчан. Сгорели и те суммы, которые были собраны на строительство нашего мемориала. Владельца банка Коломойского не остановило даже то, что среди узников, уничтоженных фашистами в Красном, было немало евреев. Фактически он попытался убить их во второй раз, не дав восстановить память о них. Только после воссоединения Крыма с Россией мемориал был построен. Это один из первых проектов российского Крыма. Он имеет именно идеологическое направление. Такое решение было принято совместно с главой Республики Крым Аксеновым Сергеем Валерьевичем. Восстановление Крыма мы решили начать именно с восстановления исторической памяти. Мемориал сооружен на месте, где в период нацистской оккупации был организован один из крупнейших концлагерей. В Крыму их насчитывалось более 100. Это наша дань памяти всем жертвам нацистской оккупации полуострова, общее число которых превышает 200 тысяч человек. В июле этого года Верховный суд Республики Крым признал геноцидом действия нацистов в отношении мирного населения и военнопленных во время Великой Отечественной войны на территории бывшей Крымской АССР. Крым не был бы Крымом, если бы позволил себе забыть обо всем этом. Мемориал был открыт в год 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Ежегодно на его территории проходит многотысячная патриотическая акция «Зажги свечу памяти». Вторая очередь мемориального комплекса открыта в 2016 году. Это сквер памяти на месте сожжения узников концлагеря. В 2018 году на территории мемориала наши коллеги из Рязанской области установили памятный знак своим землякам, погибшим в боях за Крым, а в 2021 году эту традицию поддержали жители Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Планирует установить памятный знак и Республика Татарстан. Сегодня мемориальный комплекс является основным центром по патриотическому воспитанию. На его территории идет активная поисково-исследовательская работа, в которую включаются студенты учебных заведений и старшеклассники. Здесь также совместно с Университетом прокуратуры Российской Федерации ежегодно проводится международный научный форум «Нюрнбергский процесс. История и современность». Проводятся открытые уроки в школах. При мемориале создан благотворительный фонд «Мирный», действует попечительский совет. В ноябре совет проводит общественное слушание по новому проекту создания мемориального сквера на месте концлагеря «Картофельный городок» в Симферополе. Работы планируется провести за внебюджетные средства и завершить их к 9 мая 2023 года. Этот концлагерь также назывался «ДУЛАГ-241». Действовал в течение всего периода немецко-фашистской оккупации. Через него прошли более 120 тысяч военнопленных и мирных жителей. Уважаемый Владимир Владимирович, истоки подвига нашего народа в Великой Отечественной войне лежат в его героической истории в предыдущие века и десятилетия. Поэтому мы начали работу над концепцией третьей очереди мемориала «Красным». Речь идет о строительстве музейно-выставочного комплекса, где в одном месте можно было бы получить полную информацию о всей героической истории нашего полуострова, с его вхождением в состав Российской империи и до событий Крымской весны. Здесь мы расскажем о Екатерининском периоде истории Крымского полуострова, о Крымской войне 853-856 годов, гражданской войне и, конечно же, о Великой Отечественной войне. Мы обязательно покажем и новейшую историю Крыма, его восстановление. Посетив такое место, каждый человек получит ответ на вопрос, что такое Крымская весна и каковы ее истоки. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в решении вопроса финансирования, разработки проекта и строительства данного музейного выставочного комплекса. После его реализации мемориал «Концлагерь Красный» может стать одним из всероссийских центров патриотического, антифашистского воспитания, где должно побывать как можно больше школьников и студентов всех регионов России. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Андреевич. Конечно, это вопрос очень важный не только для крымчан, но и для всей России. С вами полностью согласен, поэтому обязательно рассмотрим с вами это предложение ваше и сделаем все для того, чтобы помочь реализовать этот проект. Пожалуйста, Каратаева Анастасия Петровна, Государственный архив Брянской области. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я представляю Брянск, и у нас тоже есть место памяти, долгое время которое было неизвестно, но сегодня для каждого жителя области оно имеет символичное значение. Это бывший нацистский концлагерь ДУЛАГ-142, который мы называем Брянским Бухенвальдом. Почему мы его так называем? Потому что за 9 лет Бухенвальд отнял 56 тысяч жизней, а в ДУЛАГе-142, согласно архивным документам, всего за 2 года было убито и погибло от голода и болезней около 40 тысяч человек. Это были женщины, старики, дети и пленные солдаты Красной Армии. Тела замученных сваливали в огромные ямы, которые становились братскими могилами. Территория бывшего лагеря долгое время в составе военного ремонтного завода была закрытым секретным объектом. И только в рамках проекта «Без срока давности» удалось организовать работы на территории этого завода, в результате которых было обнаружено большое количество останков и сохранившиеся исторические здания и сооружения. В 2019 году общественностью был инициирован процесс придания бывшей территории ДУЛАГа-142 статуса памятника федерального значения. Эту инициативу поддержала администрация Брянской области. И вот эта деятельность, наряду с работами по приданию охранного статуса, по проведению поисковых работ, объединила и сплотила брянскую молодежь, сотрудников архивов, музеев, краеведов,
Была собрана масса документальных сведений и воспоминаний узников, которые собирали мы, архивисты. И все эти данные стали важнейшей составляющей частью доказательной базы в рамках уголовного дела о признании геноцидом преступлений нацистов на территории Брянской области. В октябре 2021 года ДУЛАГ-142 был признан объектом культурного наследия федерального значения. Это уникальный объект, это первый и единственный в Российской Федерации комплекс бывшего концлагеря, получивший федеральный статус. На территории бывшего завода в Брянске имеется около 20 зданий, которые служили как местами принудительного содержания, так и местами для использования принудительного труда. Это лагерные бараки, карцер, лазарет, мастерские, кузницы. И мы бы хотели, чтобы на этом месте был создан мемориальный комплекс жертвам-узникам нацистского концлагеря ДУЛАГ-142, который включит в себя как зону с массовыми захоронениями мирных граждан и военнопленных, а также зону сохранившихся исторических объектов, которые необходимо реставрировать и музеифицировать. Ну, ведь есть же такие комплексы, как Бухенвальд и Дахау в Германии или Освенцим в Польше, и никого они не оставляют равнодушными. И, несомненно, помимо сохранения зданий и увековечения памяти зверски замученных узников, мы бы хотели создать здесь многофункциональный музейно-образовательный центр, который объединил бы и школьников, и студентов, краеведов, ученых, представителей поисковых организаций и волонтерских объединений. Мы считаем, что этот комплекс может стать крупным центром сохранения исторической памяти и не даст забыть о преступлениях нацистов и о подвиге и о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Особенно важно это сейчас, когда важное место в повестке дня занимает противодействие идеям неонацизма. Как видите, своими силами при участии брянской молодежи, общественности, местных властей мы сделали уже очень много. Мы просим вас, Владимир Владимирович, поддержать инициативу создания музейно-образовательного комплекса жертвам-узникам нацистского концлагеря ДУЛАГ-142. Нам нужна помощь в разработке проектной документации и содействие в финансировании строительства будущего мемориального комплекса с учетом уже имеющегося на федеральном уровне опыта создания подобных объектов. Музейно-образовательный комплекс ДУЛАГ-142 станет осязаемым свидетельством геноцида мирного населения в годы войны и свидетельством того, что крупные нацистские концлагеря существовали не только в Европе, но и здесь, на нашей земле, в центральной части России. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я к этому еще вернусь. Предложение очень хорошее. И уверен, что вот ваша работа в архивах, ваша работа с документами, конечно, должна реализовываться в конечном итоге в такие проекты, о которых вы сейчас сказали, и оживать для того, чтобы люди могли на почве достоверной информации получать объективную, давать сами объективную оценку того, что происходило в прошлом. И это будет помогать, безусловно, нам ориентироваться и в дне сегодняшнем. Безусловно, нужно такие проекты поддерживать. Пожалуйста, Гуцян Александр Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я повторюсь, в сентябре-октябре 2022 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялись судебные процессы о признании совершенных в годы Великой Отечественной войны преступлений нацистов и их пособников в отношении мирных жителей регионов военными преступлениями, преступлениями против человечности, геноцидом советского народа. Блокада Ленинграда унесла жизни более миллиона человек. Еще долгое время блокадный след сказывался на демографической ситуации города. Материальный ущерб, нанесенный Ленинграду, в современном выражении оценивается в 35,3 триллиона рублей. Помимо вермахта и войск СС нацистской Германии в блокаде Ленинграда участвовали вооруженные формирования Испании, Франции, добровольческие подразделения из Бельгии, Италии, Нидерландов, Норвегии, добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов, чехов. Очевидно, что это был
по-другому не назвать, крестовый поход против нашего города, нашей страны, против всего нашего народа. В результате блокады Ленинграда, зверств оккупантов на территории Ленинградской области, своих военных границ, потери мирных жителей составили 2,5 миллиона человек. Признание этих преступлений и фактов геноцида советского народа делает особенно актуальной задачу сохранения исторической памяти и правды о тех событиях, о тех жертвах, о тех преступлениях, которые были совершены. К сожалению, не все факты преступных деяний нацистов против мирного населения еще полностью расследованы, а память об их жертвах увековечена. Этим летом ленинградские поисковики, а также следователи Следственного комитета в парке Сильвия, расположенном в городе Гатчина, Ленинградской области, были обнаружены массовые захоронения мирных жителей и военнопленных, погибших в концлагере ДУЛАГ-154. Среди многочисленных мест нацистских преступлений, зверств на территории Ленинградской области есть еще одно особо скорбное место. В поселке Вырица, того же Гатчинского района, Ленинградской области, немцы устроили детский донорский концлагерь. Кровь советских детей переливали раненым солдатам и офицерам вермахта. Многие дети погибли. Это наша боль и наша обязанность сохранить память о них. Уважаемый Владимир Владимирович, вы поддержали реализацию проекта по созданию в Гатчинском районе Ленинградской области мемориала жертв геноцида советских мирных граждан. В прошлом году торжественно установлен закладной камень. Есть ваше поручение правительству Российской Федерации о софинансировании. Выполнены необходимые подготовительные работы. Правительство Ленинградской области берет на себя создание инфраструктуры вокруг будущего мемориала. В работе готовы принять участие Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество. Весной 2024 года исполняется 80 лет полного освобождения территории Ленинградской области от немецкой оккупации. Считаю, что создание такого мемориала было бы очень важно для всех жителей области и в целом для нашей страны в свете этой знаменательной даты. Уважаемый Владимир Владимирович, также в преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады в Санкт-Петербурге уже началась необходимая подготовка. Запланирован целый ряд мероприятий, ставших уже традиционными. Это торжественная траурная церемония, церемония возложения венков и цветов, встречи молодежи с ветеранами, праздничные концерты, театральные постановки, выставки, а также новые проекты с использованием новых технологий. Предполагается целая система мер социальной поддержки ветеранов и блокадников. Будет выпущен почетный знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Наш город защищал весь Советский Союз. На Невском пятачке, Полковских высотах, в Синявинских болотах, под Волховым и Мгой отдали свои жизни уроженцы практически всех республик, краев, областей нашей огромной многонациональной и многоконфессиональной страны. Юбилей Ленинградской победы – это праздник не только России, но и праздник всех ветеранов, блокадников, которые сегодня проживают в бывших союзных республиках, в странах антигитлеровской коалиции, всех людей доброй воли, противостоящих нацизму. Именно поэтому хочу обратиться к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой возглавить оргкомитет празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Мы понимаем, насколько значима эта дата для нашей памяти, формирования исторического мировоззрения молодежи, ее гражданской патриотической позиции. Ваше согласие позволит сделать юбилей событием не только всероссийского, но и международного уровня, показать миру силу русского духа, характера и обреченность попыток уничтожить нашу
память о тех событиях. В случае вашего согласия прошу дать соответствующее указание правительству Российской Федерации. Спасибо. Доклад закончен. Спасибо большое. Спасибо, Александр Владимирович. Мы по поводу моего председательства определимся в ближайшее время. Здесь я особых проблем не вижу, имея в виду и особое отношение мое к Петербургу. Сами понимаете, это мой родной город, где у меня члены семьи были в блокадном Ленинграде, жили, и потери там были серьезные для семьи. Поэтому обязательно мы к этому вернемся и обсудим. И весь проект, и мое участие в этой совместной работе. Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы что-то сказать на этот счет? На тему сегодняшнего нашего обсуждения. Все? Значит, я вас всех хочу поблагодарить за эту работу. Что хотел бы сказать в завершении? Это я, Владимир Владимирович. Да, пожалуйста. Клуб военачальников и группа Да, генеральных инспекторов Да, Виктор просит Федорович, пожалуйста, вас найти время и встретиться. Есть очень много вопросов и предложений, которые хотелось бы с вами согласовать. Хорошо, Виктор Федорович, договорились, так и сделаем. Обязательно. Не будем откладывать в долгий ящик, как говорится, и постараемся как можно быстрее эту встречу организовать. Хорошо. Пожалуйста, кто-то еще? Все понял. Хорошо. Все? Все. Я хочу вас всех поблагодарить за совместную работу. Что хотел бы сказать в завершении? Ну, во-первых, вот мы сейчас говорим о тех героях, память о которых мы хотим и должны увековечивать. Мы делаем в этом отношении немало, но сделать придется еще больше. Сегодняшний, я уже сказал об этом в вступительном слое, много предпринимается попыток фальсифицировать историю. Делается это, конечно, для того, чтобы создать соответствующую атмосферу в текущей политике и выстроить эти значит, ложные посылы для того, чтобы распределить соответствующим образом интересы на будущее, прикрыть не только то, что делалось совместно с нацистами для того, чтобы скрыть свое участие в этих преступлениях, но и создать предпосылки для новых агрессивных действий, в том числе и в отношении нашей страны. Не меньшая задача и у тех, кто сотрудничал с нацистами из страха, из трусости, прикрыть вот это предательство интересов своих народов псевдонационалистическими интересами. Это очень характерно и для сегодняшних деятелей с той же Украины. Вот очень хорошо ложится вот это все эти события в рамках бандеровского процесса. Никто не хочет считать себя трусом. Никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе. А вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами, это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. Вот в этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса. Да и, собственно говоря, и у нас, и в России были подобные же деятели, которые прикрывали свое предательство различными псевдонациональными интересами, борьбой с коммунизмом там, и так далее. Не буду сейчас вспоминать всуе их имена и фамилии. Но для нас с вами, безусловно, важно вскрыть все эти попытки, показать
правду. Хорошую, плохую, но объективную информацию. И самим в этом еще раз убедиться и разобраться. И оставить эту правду для будущих поколений. Это чрезвычайно важная вещь. И, конечно, нужно оживлять исторические документы. Поэтому вот предложения, связанные с тем, чтобы на базе объективных исторических данных и документов оживлять историю, они, конечно, должны быть поддержаны. Вот известная фраза о том, что люди живы, ушедшие из жизни, но они, тем не менее, продолжают жить, пока они в нашей памяти. И так оно и есть. Я думаю, что в значительной степени в этом и истоки многомиллионного народного движения «Бессмертный полк». Мы хотим, чтобы те люди, которые отдали свою жизнь за нас, за наших детей, за Родину, чтобы они жили в нашей памяти, а значит, жили вообще. Это ведь точно так и есть. Люди живы, пока мы о них помним. Уверен, что в значительной степени в этом и, как я уже сказал, и истоки бессмертного полка. Мы с вами все сделаем для того, чтобы факты, исторические факты стали достоянием миллионов людей. И чтобы именно на них мы основывали в значительной степени свое поведение и сегодня, и выстраивали нашу политику на будущее. Это имеет серьезное, не отвлеченное, а серьезное прикладное значение для сегодняшнего дня нашей страны и для будущего. Безусловно, мы никогда не должны забывать о том, что победа была добыта представителями всех народов Советского Союза. Мы никогда об этом не забывали, не забываем и не будем забывать. В то же время историческим фактом остается и то, что 69, почти 70% потерь в Великой Отечественной приходится на РСФСР. Это тоже исторические факты. Так же, как и те, о которых говорили коллеги сегодня в ходе нашего заседания, нашей работы. Мы по всем этим направлениям будем продолжать вместе с вами работать. Уверен, что проекты, о которых вы сегодня говорили, мы сможем реализовать. И я в завершении хочу вас всех поблагодарить за эту работу и выразить надежду на то, что мы также содержательно будем работать над этими важными темами и в будущем. Большое всем спасибо. Всего хорошего.